Вон тоже сушина. Деревья повалило здесь. Вот сушина на дрова, на УАЗике можно забрать. Вот еще одна и там третья. Всем большой привет из Коми, привет от Олега. В общем, сегодня у меня поход в сторону первой избы. Сейчас доедем до избы, там уже подумаем, что дальше делать. То есть здесь вот сушину увидел. Вон, сухое дерево. Может, соседи это заберут на дрова тоже. Ну и если успею, я тоже на УАЗике можно там спилить и увезти. Там еще там свежее дерево упало. Да, с корнями он. На корню. Короче, а там дальше, говорят, еще поваленных деревьев много. Большой ветровал здесь был. Короче, ураган прошел с дождем и деревья повалило. Поход у меня на трицикле. Ребята, огонь. Честное слово, я бы на УАЗике даже не доехал, где я сейчас проехал. Там просто застрянешь. А этот зверюга едет. Вообще класс. Пока я доволен. Пока я доволен. Самое обидное на сегодня это то, что я забыл крепление на штатив съемный. Чтобы вот, скажем, съемный штатив поставить и показать. О, утки. Гоголи, 2 штуки. А на песке там сидели. Вон летят. 2 самца. Но в избушке у меня еще один штатив есть, 3 нога там, если не забуду, его заберу. Чтобы дальше снимать вам что-то по пути. Вот. А здесь дорогу основную, ну, грязюльки я чуть-чуть поснимал. А остальное, ну, что там снимать. Буду сегодня показывать новые места. В планах у меня покататься по новым местам. Пока не застряну, ребят, буду ехать. А там как получится. Вот солнце встает, тепло, без 25, наверное, я выехал. Сейчас утро хорошее. Безоблачно, наконец-то погода у нас налаживается. У нас непрерывно шли дожди. Сегодня первый день солнечный. Безоблачно. Река, между прочим, после дождей он поднимается. Красота, столик. Ну, примерно так. Долго здесь находиться не стану. У нас тропинку осиной закрыла. Так, долго здесь находиться не стану. И поедем дальше. Небольшой перекур сделаю на первой избе. Переоденусь, возможно. Я одет. Тепло. С утра. Ну, ехать прохладно. Поэтому оделся. Так, по защите. Вот такую защиту сделал. Вот она. Защита. Немножко жароотвод, так скажем. Когда я еду, вот эта сторона вообще прохладная. Здесь чуть-чуть нагревается, немножко. Но это не то, что, вот скажем, без этой защиты просто все горячо кипит. По вариатору боится воды. Вода вот эти щели попадает в ремень, все, сразу начинает, ну, убавляется скорость. И на сегодняшний день вот газ рычага, вот этот газ рычага снова чуть-чуть, не полностью доходит до конца. Вот этот рычаг и, ну, не на максимум газует. А в остальном пока все хорошо. Немножко сейчас уже цепь растянулась, придется цепь подтянуть. Но еще не критично. Сегодня еще буду ездить на нем. Очень много комаров. Да, и между прочим, грибной сезон начался у нас. Уже грибы вышли. Ну, по пути я тоже буду смотреть. Может даже... А сейчас пройду здесь.
Может, где-то и найду. Пока пусть двигатель подостынет. Это у меня вторая остановка. Пока ехал сюда. Ну, особо не нагружаю, спокойно еду. В комментариях сейчас тоже про трицикл. Между прочим, очень много споров там. Кто что хвалит, кто на чем ездит. И говорили, писали, что на ИЖ мотоцикле, где ты проедешь, там можно проехать. Вот предпоследняя грязь, которая была, там я проехал, и под колесами вот это все плавает. И из-за того, что широкие колеса на этом транспорте, я проскочил. А на мотоцикле просто ты там застрянешь из-за веса, во-первых, и из-за того, что не такие широкие покрышки на мотоцикле ИЖ, или Минск, или же Восход. Так что я бы не сказал, что где эта техника проедет, но можно проехать на мотоцикле ИЖ. Но спорить не стану, бесполезно это. Пишите дальше. Так. Полностью газует. Надо что-то с тросом сделать. Не знаю почему. Сейчас я покажу. Вот как едет. Пригазую. Чуть-чуть не полностью газует. Дерево свалило. Таких много. Смотрите. Это малая часть, что мы видим, а там в лесу вообще навалило. Вот. Дорогу немножко спилили, чтобы проехать. Каракаты ездят. Хорошая древесина. Воды море, много воды. Чьи-то следы там. Не знаю, кто ходил. Чолом здоровкарка. Блять, сушина до сих пор стоит. Я думал, после этих ветров он свалится. Да нет. Стоит. Жестко стоит. Снова на первой избе. Красота. Избушка стоит. Сушина стоит. Баня на месте.
Все хорошо. Амбар тоже. Река. Скажу вам. Вот в прошлый раз приезжали на рыбалку. Даже, наверное, больше. Сейчас воды чуть-чуть. Вон там зелень. Трава. Там щука может быть. В этой траве. Да и другой берег. Обычно раньше полностью этот берег в траве было. Щуки там водились. О, между прочим, этот, как сказать, елка. Очень много шишек, во-первых, я вижу. Давно уже такое не было. Очень-очень много шишек. Это хороший знак. Глисты будут. Может и боровая птица много будет. Вот. И она наклонилась. Вот это наклонилась. Это старая елка. Воспоминания наши старые. Вот это все. И вот наклонилась. Он, наверное, свалится скоро. И вот эта сушина, похоже, тоже на амбар идет. Что-то направление какое-то вот. Или у меня глаз так смотрит. Вот как будто вот в ту сторону вот. Не знаю. Посмотрим, куда он бахнется. Конечно же на амбар. Куда еще? Так оно здесь не было. Вот это ветром все. Видите как? Это у меня рогатина для стрельбы на охоте использую. Вот она рогатина. Почему говорят рогатину? Там пишут, используешь, там уже есть деревья для упора. Ну, деревьев много, но вот, чтобы для стрельбы нужно место, нужно время. Мало деревьев под руки попадает. Ну вот, в избушке тепло. Хорошо. Просто отлично. Хлеб, яйцо, сладости, ну и термос. Там еще у меня как бы на целый день еду взял. А сейчас пока чай попью. Быстренько чай попью. Разовый чай вот такой от подписчика. Вот он, надеюсь, смотрит. Чемпион. Чай чемпион какой-то. Но дома уже как бы пью этот чай тоже. Вот такие суфле, наверное. Да, суфле, нежное суфле. Конфеты буду. Конфетами чай попью. Яйцо съем. Ну и хлеб. Вот такой завтрак. До сюда по прямой дороге получилось у меня, сейчас у меня трекер включен, 13 120, наверное. Если в объезд, то 13 700 получается. Но здесь прямее, как ни крути, где-то полкилометра прямее идет дорога. Вот. Сейчас пью чай и поедем дальше. Сегодня, ребят, видео будет в основном по катушке. В планах у меня еще съездить дальше. И взял с собой спиннинг. Если доеду до той точки, куда я направляюсь, буду там спиннинг кидать, порыбачить. Жалко, надеялся, что у меня туист тут. Вообще, что-то я вчера собрался. Забыл, во-первых, крепление для штатива. И забыл туист, так называемый. Это такой вот посуда, где можно хранить рыбу. Он не сгниет, он как холодильник. Вот, я не знаю, чем я думал. Так получилось. Да и, между прочим, у меня сын сейчас подарил, как сказать, на день рождения этот походный холодильник, типа такой сумка. Можно было его взять, если что там рыбу поймал, то закинул. В общем, не подготовился. Еду, хрен пойми. Что получится, увидите, посмотрите.
погуляем, покатаемся. Пока не застрянем, будем ехать. Застрянем, если вообще бездорожье, тупик заеду, то будем разворачиваться и обратно поедем. Так что дальше интереснее. Смотрите. Все как будет. Да, и еще вот такие конфеты с собой. Это чуть позже купил. А сейчас завтракаю. Все, погнали дальше, ребят. Спасибо, изба. Может, на обратном пути еще заеду. А сейчас едем дальше. Все пока нормально. Тут тоже повалило, какие деревья. На дорогу сломало. Это уже можно брать. Вот елка от корня ушла. Капец. Хорошо, что спилили. Осенью на дрова спилим. Там тоже. Сколько деревьев. Вот береза сломалась. Тоже можно брать. Это сломалось. Возьмем. А тот на корню пока. Короче, дров дофига. Это все осенью спили. Короче, аккумулятор разрядился. Вот этот участок первый проехал с трудом, даже забуксовал. Не знаю, в кадр попало или нет. Я не смотрел там. Сейчас остановился, а там камера уже не записывает. Здесь кое-как тоже проехал. А там вообще застрял. Но помог я. Рукопашную так дернул и поехал. А если тяжелая техника была бы, он бы сел и все, ты не сдвинуть с места. Интересно, интересно. А там еще хуже дорога нас ожидает. Так что посмотрим, что дальше будет.
участок нехороший. Тут, короче, место, ребят, ручей будет. И метров 400 вообще, ну, непроходимая, непроездной участок. Мужики говорят, там, говорят, Олег, ты не проедешь. А вот хочу я испытать себя и технику, и посмотреть. Ну, здесь-то еще хорошо, но там, короче, болото очень-очень... Пусть сейчас остынет немножко. Ну, попробуем. Если получится, получится. Если нет, так на слабо брать не надо. Любят там мне писать: слабо тебе там проехать, там проехать. Надо вовремя остановиться. Не ломать себя и технику. Я уже здесь, что проехал, это много значит. Потому что там тоже очень мягко, сыро. Ну, пока едет. Но не знаю. Я, если честно, на охоте, на осенней охоте не раз здесь проходил, вам снимал. Там вообще бездорожье, там ужас. Там пешком ходить невозможно было. Только на каракатах здесь ездят и все. Все. Я, в общем, разделся. Ну, начало... как сказать, солнце уже высоко и уже потеплело. Жарко становится. Короче, я весь путь здесь, вот этот гнилой участок буду снимать. Кому не интересно, можете перемотать. Посмотрим, что-то, не знаю, что нас ожидает. Сам не знаю, куда еду. Посмотрим, что получится. Очень тяжело, с пробуксовкой едет. Вот ручей, а здесь насыпь, оказывается, подняли. Не знаю, что они меня так пугали сильно.
Здесь бревна. Да, вот смотрите, какая болото была. А сейчас насыпь немножко подняли, и дорога-то нормальная, в принципе. Раньше вон там я ходил пешком, здесь невозможно было ходить. Да. Короче, здесь, наверное, сюда поеду. Здесь я застряну, наверное. Да, здесь вот что-то упирается. А, вот это. Да. Бревно. О, блядь. Здесь бревна, оказывается, очень много. Вот этого и надо бояться, ребят. Вот видите, звездочка упирается. Надо быть осторожным, чтобы звездочку не погнуть. Там, в принципе, и есть. Да, проходимо оказалось. Ерунда. Самое главное, звездочку надо следить, чтобы не погнуть.
новый этот яма. Фу. Потом скользит, он едет, но скользит. Едет хорошо. Да, здесь немножко канавы вот приподняли вот этот песок. Тут бы не проехать. Проскочил. Фу. Вот это зверь. Проехал. Так что Сашка, одноклассник мой с нашего села, он на каракате сейчас ездил. И у него каракат где-то сломалась, потом за каракатом другой каракат поехал. Привезли. И он мне говорит, там, говорит, Олег, ты там мне, какой, говорит, проедешь? Ну все, Сань, я тебе показал. Так что проехал. Немножко, конечно, пришлось помочь. Но самое главное, да, и мне вот сказали знакомые из нашего села, говорит, слабинка, вот эта звездочка, и, говорит, об камень, когда бьется, об дерево, может погнуться эта звездочка. И вот сейчас я ехал и много раз как бы сбрасывал скорость, чтобы ударов не было. Потом вот это колесо скользит и начинает буксовать. А так, блядь, прет как танк, ребят. Капец нах. Вот это техника зверя. Он легкий. Еще раз говорю, он легкий. Не надо мне приводить примеры другие трициклы, там, путник, или как этот канал-то, когда он застрял, там, переворачивался. Трициклы разные, водители разные. И этот трицикл, который вот я купил, это как бы легкий вариант. Я вот здесь вот передвинул там с места на другое место, там, если забуксовал, там, помог там, и все, проблем нету. Загрузился, скажем, еще здесь килограмм 80. И этот вес еще для человека нормальный, чтобы вот передвигать, как-то помочь трициклу там, чтобы, ну, когда нет такой поездки по катушке, чтобы техника где-то не застряла. Не надо писать, что вот ваш хваленный квадроцикл везде проедет, там, здесь, может, и он застрял бы. Кто его знает. А этот легкий. Он застрял, я просто передвинул. И все. Вот фишка в чем. Из-за легкости и, как сказать, ну, блядь, одни плюсы в нем. Только звездочка, да. Звездочка, сразу скажу, надо следить за этим, блин. Износ большой. Минус, большой минус в этой технике. Вот тут копались кто-то. Медведь, кто еще тут. Вот, пожалуйста, он тут. Вообще свежий, блядь. Вообще свежий он. Вот он. Блядь, вообще свежий. Где-то он здесь, ё-моё. Болтаешь там. Так, ладно, сейчас фотографирую. Надо ушумкаться. Здесь тихое место, поэтому медведи живут постоянно. Ну, фотографию сделал, следы лапы. Там в Телеграме или ВКонтакте, посмотрите потом. Вот. Был случай, сейчас скажу, где это. Это получается так. Дальше там, блин, один раз меня так шуганул тоже. Свистел рябчика. Выключил камеру.
И он дернулся, вот буквально рядом был. И параллельно дороге он шел, наверное, даже со мной. Ой, тогда мне не поверили зрители. Обманываешь, говорит. А я, дурак, тоже зашел туда, но я не увидел его. И сразу не по себе, блядь, становится, когда вот такие следы. Да свежие они, вот. После дождя свежие следы. Там хороший участок, ельник, рябинник. Но оно вот здесь, он живет где-то. Тут ручей течет. Такие сырые участки еще пару штук будет, но не такой страшный. Наверное, доеду я до цели, куда я сегодня хочу доехать. Там будет интересно, ребят, честно. Дома, избушки, поле. На осенней охоте я тоже там был. Хочется сейчас тоже побыть. А обратно уже, наверное, по летней дороге поеду. А там колеи, капец. Там, наверное, точно застряну. Здесь-то может проскочу, а там, наверное, придется попотеть. Блядь, медведь тут. Как так? Как это без медведя в тайге, скажи? Ничего с собой нету. Надо перцовую прызгалку или, наверное, самое это перцовка. Если нападет, чтобы пухнуть перед тем, как у тебя сердце остановится, чтобы успеть. Это бжик-бжик. Ладно, пусть достынет и дальше поедем.